Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачайце за невялічкую затрымку зараз у нас у студыі, але мы бясконца рады вяртанню у нашу інфрапрастору нашай любімай паліталагіні, кандыдаткі гістарычных навук і эксперткі па міжнароднай палітыцы Розы Турарбекавай. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день, Зміцер. Я таксама рада свайму вяртанню да вас. Ну, будем спадзявацца, што нішто надалей нам не перашкодзіць сустракацца, але перш чым мы пачнем абмяркоўваць такія запланаваныя намі сумесна тэмы, давайте ўсё ж таки трошечку чаканні і пытанні, якія маюць наши гледачы. Найперш да того, калі нарэшце мы побачым ваши праграмы, ваш курс лекцый. Дякую за увагу до моего курса. Я таксама чакаю, калі я змагу его загрузить на платформу. Ён уже падрыхтаваны, готовы, но там трэба нейкія там тэхнічныя моманты вырашыць. І я спадзяюся, што на працягу тыдня ці, мабыць, чуць болей спатрэбіцца на загрузку моего курса, і тады будзе адчыняцца спасылка на курс. Ён будзе размешчаны адразу на двух платформах: на маём персанальным YouTube канале і таксама на платформе, адукацыйнай платформе Learn for Belarus. Таму вось я таксама, як і вы, чакаю зараз у чаканні. Курс будзе дастаткова большое з майго пункту гледжання, не просты, но я спадзяюся, што у ім будуць зацікаўлены, па-першае, журналісты, эксперты, палітыкі, усе тыя, хто зараз з'яўляюцца такімі, opinion makers, да, я маю на увазе тыя людзі, якія фармуюць мнение адносна, не ведаю, света і гэтак далей. І па-другое, для ўсіх маіх фаловеров, якія у ТГ-канале, у маім телеграм-канале, на YouTube-канале і наших слухачоў дарагіх, я таксама прошу присоединиться, долучиться до моего курса, потому что ён разлічаны насамрэч на людей, які, напрыклад, учора не ведалі про іслам амаль што нічога. Ну, это 98% усіх. Напрыканцы вы будете ведаць на такім вельмі добрым узроўні, тому что я его рабіла, як это по... так, ускладняла час ад часу. Там будет шмат лекцый, семінараў, міні-трэнінгаў таких. Вось, і таму вось это ўсё разлічана на тых людзей, якія увогуле ісламам не цікавіліся ці цікавіліся, но не было часу для того, каб як бы зрабіць для сябе нешта такое паглыбленае, да, я маю на увазе веды. Вось, а тут усё будзе собрано ў адзін такі кошык, і вы зможаце адчыніць его і праглядаць. Так что сачыце, калі ласка, не толькі за інфармацыяй у сацыяльных сетках спадарыні Розы Турарбекавай, а гэта і телеграм-канал, і Facebook, і Threads, дзе там яшчэ, ну і на Ютубе, магчыма, там з'явіцца абвестка. І, безумоўна, сачыце у нас на YouTube-канале і ў нашым телеграм-канале Еўрарадыё, бо мы, безумоўна, як толькі будзе анансавана, што ось умоўна сёння ці заўтра будуць выходзіць першыя кавалкі гэтай лекцыі, мы адразу дадзім гэтую інфармацыю. Ну і я так думаю, што падчас наступных сустрэчаў са спадарыняй Розай мы так па гарачых слядах будзем абмяркоўваць у тым ліку і тое, што мы даведаліся падчас чарговай лекцыі. Вось давайте как бы зробім такую ілюстрацыю нібыта, паспрабуем разабрацца, што ж усё ж такі адбываецца с вайной у Іране. Тым больш, што у нас ёсць падставы для гэтага. Учора позна вечарам Трамп працягнуў вось гэта спыненне, рэжым спынення вагню, абгрунтаваўшы гэта тым,
тым что нібыта яго там і ў Пакістане там где-то там да яго з Пакістана да яго звяртаюцца і іншыя тут звяртаюцца і ну Іран ён ужо перамог там 3-й ці 4-й раз ён уже готовы но не могуць дасцігнуць кансенсуса там унутры каб вот вырашыць з якімі багатымі дарамі яны да Трампа прыйдуць але насамрэч что адбываецца як это выглядае ці можна казаць что Іран здолеў вытрымаць і перамагае ў гэтай сітуацыі ці Іран перамагаюць вот як вы ацэньваеце асабліва з пункту гледжання вот ну можа быть вот с вот это с улікам ваших лекцый і исламского вот этого такого аспекта да Зразумела, дзякую за пытанне, тому что на працягу ўсяго курса я так или інакш вярталася да іранскай сітуацыі, но я павінна вас звяртаць увагу, што калі мы записывалі, напрыклад, першыя лекцыі, тады яшчэ не было нават навін пра пратэсты. То есть я рабіла его з ноября. Так, листопада. Листопада, да, с листопада 25 года, а апошние видео я рабіла у сакавіку. І гэта было перад вайной, мы чакалі рэакцыі з боку Ірана, но мы не дачакаліся, тому што мы скончылі відео, я маю на увазе рабіць відео, а потом мы займаліся монтажом, рэжысурай і гэтак далей. І таму там на працягу усяго курса я так или інакш гавару пра Іран таксама, вось і тлумачу, чаму Іран вось такі, а не іншыя, гэтак далей. Вось зараз, калі мы бачым ужо разгорнуты военный конфликт, что мы можем казаць про то, что зараз происходит, зараз вось, чаму мы сведчыкамі, чаго мы з'яўляемся. Па-першае, гэта ўсё ж таки ідэалагічнае обґрунтавання супраціву гэтага режима супраць Злучаных Штатаў. Злучаныя Штаты у ідэалогіі Ирана з'яўляюцца, я напомню, эта история длится с 1979 года, то есть с самого початку заснавання гэтага режима, калі аятолла Хомейні, Рухалла Хомейні, я маю на увазе лідера ісламскай рэвалюцыі, ён даў характарыстыку міжнародным адносінам і ў тым ліку Злучаным Штатам. Злучаныя Штаты по яго вось гэтай ацэнке з'яўляліся большим сатаной. Нават Савецкі Саюз ён з'яўляўся малым сатаной. І вось зараз мы бачым с вами эпичную битву паміж большим сатаной і Исламской Республикой Иран. Таму у гэтага конфликта, па-першае, это ідэалагічнае вымірэнне. Я маю на увазе з боку Ирана. Это идеология, это исламизм. Он частково опирается на религийные элементы, а частково, конечно, нет, потому что исламизм является сучасной тоталитарной идеологией. Яго можно параўноўваць, напрыклад, с нацизмом ці с большевизмом, я маю на увазе ці коммунизмом. І шмат чаго можна тут гаворыць, но ўсё ж таки, калі вось гэта адносіны з врагом, вось супастатам з гэтым, яны базуюцца на часткова на рэлігіі, гэта заўсёды вядзе да вельмі жорсткага сутыкнення з гэтым врагом. Это першае. Другое, Исламская Республика Иран, яна ей дапамагае Россия и Китай. Это другі аспект, потому что зараз мы с вами бачым нават не той, вось сёння я, напрыклад, читала на CNN ці BBC
один из экспертов по бяспеке, ён параўноўваў гэты канфлікт с канфліктам, с кризисом в заливе у Персидской затоки у 1990 годзе. Но ён помыляется, потому что нынешний вот гэты кризис и военный конфликт, яго нельга параўноўваць с тым, что адбывалось у 90-е годы. Чаму? Потому что у 90-е годы 20-го стагоддзя Злучаныя Штаты были адзінай супердзяржавай, и мы бачили як бы такую конструкцию, новую конструкцию международного порядку. Яна называлась однополярный мир. Так? Зараз, ведаеце, ввогуле нават пра парадак вельмі складана гаворыць пра тое, што таму што на сёння вось гэтыя нормы міжнароднага права яны папіраюцца не там не ведаю не Афганістанам, да, правительствам, урадам талібаў ці не ведаю там Суданам некім или яшчэ кем-то. Вось ён папіраецца асноўнымі гульцамі международной мировой политики. Я маю на увазе, например, Злучаныя Штаты. Ну, про Россию я уже не говорю, потому что уже про нее столько всего сказано, что это как бы не совсем уже та тема. Поэтому на сегодняшний день этот конфликт, его результаты или его разрешение очень сложно прогнозировать. Потому что появилось очень много новых факторов, которые появились за буквально последние даже 4-5 лет. Кто бы мог сказать 5 лет тому, например, назад, что Украина з'явится стратегічным партнером арабских краін Персидской затоки. Яны як бы серьезно него абапираюцца, я маю на увазе на ту дапамогу, якую зараз аказвае Украина, на тую кансультацыю, на тыя тэхнічныя моманты, якія з'яўляюцца зараз, яны з'яўляюцца вынікам войны России ва Украине. А гэтая война ідзе як бы сваім, да, чынам. І это яшчэ адзін момант. Ну і апошні момант усё ж таки, калі мы говорим про исламистские тоталитарные режимы, такие як у Иране ці у Афганистане, их победить вось так праз знешнюю экспансию немагчыма. Немагчыма. Нават Хамас было складана знішчыць у секторе Газа. Казалось бы, да, ну, там, террористичная группа, да, и Цахал, я маю на увазе, израильская армия, такая во всеоружии, такая продвинутая, технически там вельмі добра оснащенная и так далее. Хамас на сённяшні дзень знішчен? Нет. Зато как бы армия Израиля сегодня сутыкается с теми выніками, якія, ну, як бы были, ну, яны закономерные, эти выніки. Калі вы проводите наземную операцию на территории, на вражеской территории, там шмат громадянского населения, у выніку шмат погиб, ну, ахвяр среди громадянского населения, асабліва, и гэта датычыцца тых ацэнак, якія мы зараз бачым, напрыклад, на адносна дзяцей. Вы ведаеце, што Цахал прызнаў 10 тысяч ахвяр дзяцей як вынік сваёй аперацыі в секторе Газа, а по ацэнкам спецпрадстаўніка по Палестине это 22 тысячи. Ось такі печальны вынік. Хамас не знішчен, затое колькі крови пролилося. Прыкладна так. Вось. Это датычыцца і Афганістану, і Іраку, і зараз Ірану таксама. Потому что, калі вы ставите свои мэты, я маю на увазе, напрыклад, Злучаныя Штаты, знішчыць гэты рэжым, гэта немагчыма зрабіць толькі з воздуха, гэта відавочна. Цяпер я спадзяюся, што уже зараз усе зразумелі, нават тых, хто у першыя дні там спрачаўся са мной на гэты конт. Вось. І по-другое, калі вы хотите зрабіць нешта такое, я маю на увазе знішчыць рэжым, вам патрэбна зрабіць тое, што калісьці там зрабілі Злучаныя Штаты у Іраку, а вынік будзе ўсё равно дрэнны. Вось, таму, калі мне вось задаюць пытанне адносна того, якія будуць вынікі этой войны, я
Я могу казаць шчыра, што вынікам будзе, конечно, дэцэнтралізацыя вось гэтага насилия. Тое, што зараз у Іране складаная сітуацыя, но это не азначае, што рэжым ён як бы пагібае. На жаль, этого не адбываецца. Насупраць мы зараз канстатуем, што там идет ужесточение режима, пробачьте, зараз перейду на русскую мову. Вот, там наблюдается ужесточение режима, казни осуществляются. В общем, то, на что был расчет, этот расчет не оправдался. Вот, поэтому первое, что я хотела бы сказать, угроза мирового экономического кризиса сохраняется. Переговоры, которые могут произойти в Пакистане, я, конечно, как и все, наверное, в этом мире, хотим мира и хотим, чтобы прошли эти переговоры успешно. Но как специалист по конфликтам я могу сказать, что если даже туда прилетит иранская делегация, я имею в виду в Исламабад, да, в Пакистан, это не гарантирует положительного результата. Я бы сказала так, я бы сделала даже ставку. Моя ставка такова: 90 против 10%, что все провалится. Почему? Потому что оба субъекта не готовы к нормальным переговорам. И еще одна существенная ошибка, о которой пока, к сожалению, не пишут нигде, но я думаю, что со временем наконец-то начнут писать, когда начнут нормально анализировать конфликт. Для того, чтобы вести переговоры с Ираном, нужно, чтобы с той стороны был какой-то субъект, который контролирует ситуацию в стране, при этом ему не угрожают физически. Убив аятоллу Хаминеи и достаточно длинный ряд политических и военных деятелей Ирана, на сегодняшний день возникает вопрос, во-первых, кто управляет Ираном, во-вторых, тогда с кем вести переговоры. Это одна из главных проблем переговоров с террористами. Когда говорят, мы не ведем переговоры с террористами, это те слова, которые надо произносить. Это риторика. На самом деле, к сожалению, переговоры с террористами ведутся. Особенно, когда в заложниках находится целая страна. Да? Вот, поэтому для этого есть проблема выявить субъекта, с которым можно вести переговоры, слова которого будут имплементированы на практике. На сегодняшний день не ясно, есть такой субъект в Иране или нет. Более того, сам же Трамп фактически пишет о том, что там у них что-то там раскол, да, и так как кто сделал этот раскол? Результатом чьих действий этот раскол осуществился? Это первое. Второе. Если вы рассчитываете, что после того, как вы бомбили, уничтожили, там, я не знаю, куча гражданского населения там погибла или погибает, там, под угрозой находится инфраструктура. Если в таких условиях вы думаете, что к вам приедут на переговоры умеренные, вы совсем идиоты. Вы совсем идиоты. В этой стране на самом деле на сегодняшний день, если власть кто-то и держит в руках, то это, конечно, корпус стражей исламской революции, это же очевидно. Страна находится на военном положении. И когда страна на военном положении, кто у власти? Ну, конечно же, либералы. Да? Слушайте, надо быть полным идиотом, чтобы так думать, да? Вот. Или диктовать, пусть к нам приедут либералы, мы с ними договоримся, а они потом поедут в Иран и убедят КСИР реализовать это на практике. Ну, тут бы я постучала по дереву или головой бы об стенку побилась, потому что на самом деле так переговоры не пройдут. Это точно. Ну, то есть, если уж быть реалистом, у нас так любят говорить про реализм, вот я про реализм сейчас и говорю. Поэтому хорошо было бы, если бы в Пакистан приехал бы кто-то уполномоченный от корпуса стражей исламской революции. Это единственный на сегодняшний день институт и сила, которая способна контролировать ситуацию и способна, самое главное, имплементировать договоренности на практике. Почему? Если вы, например, высылаете, там этот план из 15 пунктов, это идиотизм полный, конечно. Если вы так хотите начать переговоры, они так не начнутся, это точно. Но если вы хотите от них добиться переговоров по ядерной программе, по определенной, условно, демилитаризация, на демилитаризацию Иран не согласится ни за что. Вот, например, там, на демилитаризацию в военных сферах каких-то там, я не знаю, там. Вот, вопрос, например, отдельно поставить в Ормузском проливе. Все эти
треки находятся непосредственно под управлением корпуса стражи исламской революции. Я имею в виду ядерную программу, я имею в виду вопросы вообще, в принципе, милитаризации или демилитаризации, потому что все, что касается военной политики, это КСИР контролирует однозначно. И третье, там, что касается Ормузского пролива, Ормузский пролив тоже находится так или иначе в полномочиях, в сфере полномочий именно КСИР. Вопрос, что находится в сфере полномочий, например, хотя бы тех же самых муджтахидов, да, вот это как раз из курса, да, вот это тот самый совет экспертов, на самом деле это не эксперты, это муджтахиды. Вот. Что находится в их руках? Боюсь, к сожалению, на сегодняшний день их власть в стране невелика. То есть, когда идет война, идеология, она нужна, но она идет подпоркой к военной политике, очевидно. Поэтому, ну и плюс ко всему вопрос вменяемости, конечно, очень сложно стоит и с той, и с другой стороны. Ну и последнее. Если Трамп каждый день меняет свои решения, да, буквально, дает очень противоречивый сигнал, противоположная сторона будет всегда воспринимать это как ловушку. И это означает, что вот этот кризис доверия между сторонами, он очень силен. Поэтому для того, чтобы начать переговоры, сесть за один стол переговоров, им вначале надо совершить некие предварительные шаги по укреплению кризиса между сторонами. И первое, с чего должны начать Соединенные Штаты сегодня, вот как бы мне не противно это было бы говорить, я против этого режима, я хотела бы, чтобы этот режим рухнул. Вот, как мне не противно об этом сказать, но они должны дать гарантии обеспечения безопасности высшему руководству Ирана сегодня. Иначе переговоров не будет. Просто не будет. Все. У працяг вось тэмы чаго якога развіцця падзеяў чакаць, вот вы як эксперт і спецыялістка по канфліктам кажаце, што ну цяжка прагназаваць. Я ведаю, что вы не хотели б ніякім чынам каментаваць выказванне Лукашэнкі, але тут просто одно з іх кладзецца вось на гэтую тэму. Ён сказаў у сваім этом інтэрв'ю, я цитую: «Иран, мусульманский мир понял, что такое американцы, и вы должны быть готовы к тому, что не только иранцы, хуситы и другие будут атаковать американцев по всему миру. Будет весь мусульманский мир и даже те страны, которые вы считаете своими друзьями». Вот гэтая тэма тэрактаў, наколькі верагодна, что зараз вось это там исламисты, мусульмане, там я не знаю, там радикалы, там ці як хто, ну карацей кажучы, что вот нейкі такі адказ тэрарыстычнымі актамі будзе і США і яго саюзнікам. Ну, по-моему, уже это отбывается, насколько я ведаю. Нападения на синагоги атрымліваюцца, ну, вось здарылась там, я не памятаю, дзе ў Турцыі, недзе ў Злучаных Штатах. Вось, ну, ведаеце, Лукашенко як эксперт по Близкому Усходу, то, что зараз он говорит, что-то там начитался, каких-то там записок. Вось. Ну, по-перше, ну, калі там до гэтай цитаты, да, придираться. По-перше, ну, Злучаные Штаты уже давно это поняли. Не понял Трамп. Вось. Злучаные Штаты поняли. Все понятно. Ясно с 2001 года для Соединенных Штатов, для, надеюсь, России, бывшего Советского Союза, там я имею в виду бывших советских республик, да, где там сидят эти афганцы, которые воевали в Афганистане, да, некоторые из них сегодня привлечены к идеологической работе, кстати говоря, в Беларуси, рассказывают про свои доблестные подвиги, в кавычках, в Афганистане. Эти тоже, наверное, должны помнить, да, чем заканчивается вмешательство, военное вмешательство на Ближний Восток. Но и не только они. Самыми первыми были англичане, я же вам говорила. Британская колониальная мудрость, да. Повторю еще раз, если, может быть, кто-то не слышал. На Ближний Восток войти легко, выйти оттуда сложно. Но это там насчет сложно, я там просто сейчас как это смягчила, да, концовку. А вот Соединенные Штаты это знают. Вопрос, когда мы говорим о США, мы говорим о ком? Мы говорим о Трампе, тогда нет, конечно, он как ребенок, он для себя мир открывает прям буквально вот со вчерашнего дня. Вот. Вы видели, вчера была замечательная акция в Конгрессе США, ветераны, американские ветераны проводили акцию протеста, да, против войны в Иране.
И я хочу вам сказать, это вообще отдельный эпизод в США. Люди, которые воевали в Афганистане и в Ираке, это те люди, которые как раз вот таки к вопросу о том, что они-то знают, что это такое, что это за регион, и что они там делали, и какие там неприглядные вещи происходили, и в чем они принимали участие. Они принимали участие далеко не только в освобождении от Саддама Хусейна. Там были, ну, на самом деле, очень самые настоящие военные преступления осуществлялись, в том числе американскими военнослужащими. Я просто скажу одно слово, и, возможно, кто-нибудь вспомнит. Абу Грейб, например. Может быть, вы памятаете, что это такое. Это верхушка айсберга. Я не рассказываю о том, это сексуализированное насилие в Афганистане, это как они от страха, конечно, стреляли, убивали там детей и так далее, какие у них потом после терактов, которые в отношении американских военнослужащих, например, в Иране, да, в 2005-2006 годах это был пик насилия такой, как им выдали новые инструкции, они выводили американские войска, перестали патрулировать города так, как они патрулировали первые годы, ну, присутствие, там я не буду говорить оккупации, присутствие, например, в Ираке. Эти люди сейчас пришли в Конгресс сказать, что хватит, давайте мы не будем там воевать против Ирана, перестанем атаковать иранский народ, они-то точно знают, что там происходит. Меня другое интересует. Вот Хезгет, он же принимал участие в военных действиях. Что у него с головой вообще? Ну, после того, как стало известно, что он был тюремщиком в этом самом, где Гуантанамо, кажется, да, фашист, простите, белый фашист. Вот все, что я могу про него сказать. И этот человек сегодня распоряжается крупнейшим бюджетом военным в мире за всю историю. Поэтому что я могу сказать? Лично меня вот, да, во всей этой истории беспокоит неадекватное понимание того, что происходит на самом деле сейчас на Ближнем Востоке, как у администрации США, так и, к сожалению, при выступлениях даже отдельных европейских лидеров, которые первоначально они то ли не получали качественной аналитики, то ли они хотели как бы таким образом оказать поддержку по НАТО, да, я имею в виду Соединенным Штатам, в весьма сомнительной операции с очень сомнительным исходом, как мы теперь видим. Поэтому что я могу сказать? Выход из этого конфликта будет тяжелый, долгий и с очень разными нехорошими последствиями. Лучшее, что можно сделать, конечно, на сегодняшний день, это установить перемирие. Перемирия, к сожалению, нет. Это не перемирие. Это, извините меня, безобразие полное. Причем с обоих сторон. Нет, и еще третья сторона есть, извините, Израиль, который фактически на сегодняшний день провоцирует Иран в Ливане. Например, последние бомбардировки Ливана привели, например, они разрушили мечеть. Ну, я не знаю, если вы хотите раздразнить, там, я не знаю, и без того бешеную собаку, ну, вперед, двигайтесь в этом направлении. У Израиля, наверное, я имею в виду в первую очередь у правительства Нетаньяху какие-то свои задачи в Ливане, например, там, уничтожить Хизбаллу, или там ослабить Хизбаллу, понятно, там старый конфликт, но это осуществляется опять по сценарию «Сектор Газа». Если это осуществляется по сценарию «Сектор Газа», это означает, что выход из этого конфликта будет очень осложнен. Потому что, как вы знаете, Исламская Республика Иран сегодня выступает в качестве защитницы интересов не только себя, потому что их бомбят, да, каждый день фактически. Но сейчас перемирие осуществляется, там 10 дней. До этого бомбили. Но и поддерживает Хизбаллу, и имеется в виду шиитское большинство в Ливане. Надо, наверное, начинать с этого, с того, что почему в Ливане Хизбалла такая влиятельная, она, помимо всего прочего, является там легальной политической силой. Есть представители Хизбаллы, то есть достаточно значительное количество представителей Хизбаллы в ливанском парламенте. Почему? Потому что в Ливане большинство жителей этой страны являются шиитами. И это их мечети сегодня бомбят. Эти люди сейчас бегут оттуда, их дома разрушают, они гибнут. Поэтому это фактически война на два фронта идет. Собственно говоря. Я бы сказала вот так. Я не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Я слова Лукашенко не собираюсь комментировать, не потому что я
не считаю это нужным. В данном случае он не является экспертом. Он не является экспертом. Я просто напомню нашим слушателям, какой Лукашенко эксперт в международной политике. Когда-то там в 2017 году был, вы знаете, помните эти большие разговоры с президентом? По-моему, вы тоже принимали участие в этих больших разговорах. Грешен, да. Нас там грешных много. Так во время одного из таких больших разговоров он сказал, что вот на выборах победит Порошенко, а не Зеленский. И явно, что он как бы болел за Порошенко. Времена, да, были. Вот. И когда он это сказал, я была настолько возмущена, что я там прямо очень громко сказала, что ничего подобного, потому что опрос общественного мнения показывали, конечно. Абсолютное лидерство Зеленского, это явно было. Ну, вы помните эти выборы, когда Зеленский победил, я имею в виду вот, там, на стадионе там, и так далее. Это к вопросу о том, что если он не способен объективно оценить и предугадать, что происходит в соседней Украине, где уж там ему там про Ближний Восток рассуждать. Все, что он говорит, это то, что ему пишут и кладут на стол. А он уже там выдает это в переработанном на свой лад виде и форме. Поэтому я бы не стала обращать внимание на слова белорусского вот этого, как это, правителя. Вот, да, это политика, как кажут, да. Но это терминология, которую использует Министерство иностранных дел Германии. Они же не признают его президентом, а они его называют правителем. Ну, ruler, да, то есть тот, кто правит вот сегодня, но не президентом. Ну, так. Они за ним этот статус не признают. А что ты еще эксперт? Добра, пакінем яго. Калі лепш мы праз слова іншага эксперта выйдзем на іншую тэму. Сергей Ауслендер сказаў: мяне як ваеннага эксперта раней пастаянна пыталіся, калі закончыцца вайна, а зараз у мяне пытаюцца, калі пачнецца вялікая вайна. Так вось, да пачатку там ці да працягу вайны праз выказванне Зеленскага, які кажа про тое, что вот там что-то нам на тэрыторыі Беларусі ізноўку рыхтуецца, вот і гэтак далей. Як вы ставіце да вось гэтых пагрозаў і навошта Зеленскаму вось как бы падымаць градус, калі потым выходзяць іншыя прадстаўнікі, скажем, военные того ж самого ВСУ, генералы, и кажуць: ну мы не назіраем на тэрыторыі Беларусі там ніякіх назапашванняў сілаў і гэтак далей. То бок для чаго гэта ўсё? Потому что фокус сместился с Украины на Ближний Восток. А ведаеце, ну для, напрыклад, для любой публічнай палітыкі гэта першы фактор, які уплывае на, напрыклад, на увагу з боку ўраду. І, напрыклад, еўрапейскія ўрады на сённяшні дзень, па-першае, яны глядзяць, што зараз происходит у затокі, у персійскай затокі. І тады пытанне наступнае: а як жа Украіна? І каб звяртаць увагу ізноў на усходнюю Европу, на фронт, і таксама на ту небяспеку, конечно, небяспеку з боку, я маю на увазе з боку России, ну, Россия в ogóle воюет, а з боку, напрыклад, Беларусі, каб павысіць увагу, павышаецца і градус. Это таксама гульня. І Зеленскі добра шмат, ён ведае, ён добра ведае пра то, як звяртаць увагу, таму што ён, ведаеце, у гэтым бізнесе ўжо дастаткова давно. Но я маю на увазе, конечно, войну. Это не от хорошей жизни он робіць такое, конечно, потому что зараз вся увага Блізкаму ўсходу, а гэта відавочна чаму? Потому что гэта пагражае там пастаўкам паліва, пастаўкам нефти, в ogóle цены подвышаются. Зараз это, ну, вы пачулі на сваёй-то, як бы, на сваём кошыке, як это адбываецца? Мы тут пачулі ў Літве. Тут и все разговор только про тое, про кошты на паліва. И як это звязано с персидской затокой? Конечно, это звязано напрямую. И эта ситуация будет усугубляться, потому что вот я вам просто маленький пример приведу, очень смешной, да, бытовой со своей вот сегодняшней жизни.
Вот, я прочитала, открываю, я читаю Аль-Джазира, CNN, BBC, там еще кого-то, ну, конечно, белорусские медиа читаю, но в данном случае, когда о Персидской затоке мы, конечно, звертаем увагу на то, что пишется из региона. И вот я открываю, отчиняю, это была Аль-Джазира, и там пишут, что, господи, у одной из краін в Африке, зараз я не могу вспомнить, у якой краіне, где много выращивают чая. Кения, по-моему, Кения. Внезапно пошел вверх цены на чай, и это, ну, как бы сразу отразилось на экспорте этой краины. Первое, что я зрабіла в этот день, я поехала и купила чай. Запас. Конечно, потому что, ну, вы ведаете, мы бывалые в этом деле. Представьте себе, да, уявите себе, як реагуе еўрапейскія ўрады, напрыклад, да. Першае, што яны бачаць, я не ведаю, котировки, да, бирж, это кошты на паліва, ім трэба вырашыць, подвышаць ці зніжаць, там, я не ведаю, какие-нибудь там эти акцизы, напрыклад, каб не адбылося тое, што вось адбываецца зараз у Европе, потому что у кого-то выборы на носу. Понимаете, где в этой ситуации Украина? Она отошла на второй план. И поэтому Зеленский выходит и говорит, готовится нападение со стороны Беларуси, это будет второй этап войны, а еще подождите, еще с территории Беларуси на вас нападут. І на гэтым фоне на завяршэнне я хацеў бы, можа быть, звярнуцца да літоўскіх палітыкаў. Вось буквально спачатку мы чуем, что там вот все ж таки будуць яны, ёсць тыя палітыкі, якія выступаюць за паляпшэнне адносінаў з Лукашэнкаў, там профіт, калій, все астатняе. І тут мы чуем таксама заявы літоўскіх палітыкаў, там міністр замежных спраў, там ДРБ, там іншых, про тое, что ні ў якім выпадку нельга как бы ісці на саступкі Лукашэнкі, нельга ісці там палёгкі яму рабіць і гэтак далей. Гэта перадвыбарныя ці гэта пазіцыя? Нет, это не передвыборные. У нас до выборов далеко еще. Но все-таки это публичная политика в Литве, как и во всякой демократической стране, политика публичная в первую очередь. И, конечно, на фоне того, что происходило до сих пор, нынешний урад Литвы, он испытывает шмат проблем. И первым таким плохим негативным фактором является Беларусь. Во-первых, я просто напомню вам, да, что когда как бы эти зонды активно летели осенью 2025 года, урад Литвы принял решение зачинить межу. Раз это что отбылося, там остались эти самые грузовики, грузовики невозможно было вытащить, эту проблему невозможно было вырешить, там и так далее. И это все легло, конечно, негативно на урад Литвы, в частности, рейтинг, насколько я понимаю, литовского правительства в этой связи, нынешнего правительства, он стал резко падать. Это первое. Второе, вы должны иметь в виду, что, я думаю, может быть, вы и назираете это, что в Литве час от часу отбываются протесты супраць нынешнего урада, особливо супраць того, что этот урад так само супрацоўнічае з Зарёй Нёмана. Это такая партия с такой не вельми доброй репутацией. Я зараз не буду как бы раскрывать это, но очень нехорошая репутация. И я знаю просто, что и молодежь литовская, и интеллигенция литовская, они просто системно выступают против. У них даже есть свои как бы протестные эти символы, да, с которыми они выходят. Это в первую очередь касалось акций против ограничения свободы слова, я имею в виду все, что происходит с ЛРТ, но и не только, и не только. И это все усугубляется, потому что как бы на сегодняшний день рейтинг правительства, наверное, не очень высокий. Я особо стараюсь сейчас сильно много не комментировать эту ситуацию, но и то, что я не могу закрыть глаза, то, что происходит, да, на то, что происходит. Поэтому в этой связи, конечно, с одной стороны есть как это там, видимо, внутри
парламента. Есть силы, которые за то, чтобы начать диалог. Плюс ко всему, как мы с вами видим, Соединенные Штаты, да, вот Коул, да, он в общем и целом рекомендует достаточно настойчиво это сделать. Вот. И с другой стороны, как бы, ну, та стратегия Литвы, которая была, есть, и я думаю, и будет, потому что это разные политические силы, разные политические группы и разные представления, кстати говоря, видимо, с разными системами ценностей. Вот. Здесь очень серьезное сопротивление этому. И само правительство Литвы, я думаю, оно не решается до конца изменить свою позицию вот в том или ином направлении. Больше они склонны не вести диалог и переговоры, нежели чем вести. Вот. Ну, хотя вот как бы такие, как это сказать, партизанские вылазки мы с вами наблюдаем, да, и может произойти так, что что-то щелкнет, и там, например, начнется какой-то диалог, но здесь внутреннее сопротивление этой инициативе буквально, оно настолько мощное, и я бы никому бы из белорусских политиков сегодня, да, или там активистов политических, да, не советовала бы влезать в это дело. Потому что, ну, просто мой совет, не влезайте. Литовцы сами решат. Они вообще, в принципе, очень... И я бы на их месте тоже бы так бы реагировала. Они достаточно болезненно реагируют на любого рода, там, я не знаю, внешние какие-то там попытки повлиять на их решение. Они даже американцам вон как отвечают. Что там уже про наших говорить. Вот. Ну и плюс ко всему, конечно, позиция Брюсселя очень важна. Вы же знаете, что Литва является в первую очередь членом Европейского Союза, связана многими связями, и Европа здесь играет значительную роль, в том числе и в экономической жизни страны. Вот поэтому, ну, как бы вот все эти разного уровня факторы надо принимать во внимание. Нужна хорошая, кстати говоря, аналитика по литовско-белорусским отношениям. Хорошая аналитика. Не политические декларации. Не вот я хочу, а нужна хорошая аналитика. И я надеюсь, что эта аналитика со временем появится. Но мы с вами видим, как литовские эксперты по этому поводу выступают. Они проговаривают те интересы и позиции, которые есть в литовском обществе, не до конца проговаривая. Понятно тоже почему. Вот. Но нам с нашей, с белорусской стороны нужна хорошая аналитика белорусско-литовских отношений. А ее пока я не очень вижу. Я вижу там соцопросы, которые проводит Андрей Казакевич, да, вот, политсфера. Вот это уже хорошее начало для хорошей такой вот, такого анализа. Но белорусско-литовские отношения надо анализировать на системном уровне, потому что это наши... Ну, во-первых, я-то здесь нахожусь, я вообще здесь внутри, да. Но в будущем, для будущего Беларуси, мы своих соседей, к сожалению, знаем очень плохо. Аналитика у нас развита в этом отношении плохо. Анализировать надо на системном уровне. Не на уровне Лукашенко сказал, Ругине не сказала. Это не уровень анализа. Это ерунда. Ну, будем спадзявацца, что такая аналітыка з'явіцца. Ну і не закранули гэтую тэму, але закранем, я спадзяюся, яшчэ далей, бо яна можа быць будзе яшчэ актуальна ці, скажем, адбівацца на іншых тэмах, на іншых падзеях. Это закрыццё ЕГУ. Ну вот Лукашенко так подкінуў аргументаў праціўнікам у Літве налажвання адносінаў з гэтым рэжымам вот такімі сваімі дзеяннямі. Але да, Кайла. Тут надо иметь в виду, что, я думаю, этот процесс, он как бы сам по себе еще развивался. Вы же знаете, что это инициатива шведа была, когда он еще был генпрокурором. Да? Потом это инициатива, когда он уже стал главой Верховного суда, она к нему вернулась, да? Но уже он в качестве верховного главы, председателя Верховного суда. Я думаю, что как бы есть моменты, которые происходят просто потому, что они уже логически укладываются, а не потому, что Лукашенко позвонил шведу и сказал, ну давай уже, объявим, наконец, ЕГУ экстремистским, сколько можно тянуть кота за хвост. На самом деле решение, вернее, заседание суда было известно за несколько месяцев. Это машина. Государство – это в первую очередь машина, которая работает по своему расписанию.
Вот если бы отменили или затормозили бы этот процесс, вот тут мы можем говорить про политическую волю. А тут это было как бы запланировано. Ну, плюс ко всему, никакого же диалога нет пока. Ну так, да. Ну, можа быть, мы яшчэ вернемся до гэтай тэмы падчас нашай наступнай сустрэчы, а пакуль чакаем лекцыі спадарыні Розы пра іслам. Праз тыдзень ці два яна абяцае іх выкласці, і мы зможам іх не толькі паглядзець, але потым і прааналізаваць і паабмеркаваць разам. На сёння развітваюся, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.